Привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне и готовим суп с вермишелью и с яйцом. Такой необычный суп. Здесь вот все ингредиенты, которые нам понадобятся сегодня к этому супу. Вот, и, наверное, начнем. Сейчас буквально я тоже поздороваюсь. Всем здравствуйте, друзья, товарищи. Мы на кухне. Суп будет красным. Суп будет красным. И я вот сейчас вкратце покажу на столе, что у нас будет в этом супе. Что будет в этом супе? Собственно говоря, вермишель, масло сливочное, дальше лук там, морковка, яйцо, томатная паста. Вот. Ну и паприка там приправа. Паприка, красный перец немножко для остроты. Вот. И все, собственно говоря, сейчас Маша будет этим заниматься, а я поснимаю этот красный согревающий суп. Вот так. Думаю, этот суп очень многим понравится. Так, нарезаю сначала лук. Так, плиту включаем. Наливаем масло. Скажу, что сразу прямо вот где будем варить суп, в этой кастрюле же будем обжаривать вот этот лук и морковку вместе с томатной пастой. По-научному, как говорится, как-то это слово называется, будем говорить, что просто обжариваем. Вот. Лук Маша довольно-таки Не очень мелко. не очень мелко и не очень крупно режет. Посредненький. Вот так примерно. Нарежем вторую луковицу. Густой суп, чтобы был. Так. Это, наверное, хватит. Да, хватит. Я же говорю, что Полтора луковицы. целый лук такой нужен. А, мы приготовили полтора луковицы, а Маша говорит, что луковицы достаточно. Ну и я согласен, потому что я не очень любитель лука этого. Но когда в масле обжариваешь этот лук, да еще на сливочном масле и с растительным сливочным маслом, вообще нету того, что горчит там. Все ушло в кастрюлю. Все. Теперь очередь дойдет до морковки. Так, сюда сразу добавляю, значит, сливочное масло. Сначала немножко пусть нагреется, я потом почищу морковку. Думаю, одной морковки тоже хватит на кастрюле, да ведь? Да, да. Маша улыбается. Знаете, почему улыбается? Потому что я сказал, что одной морковки будет мало сначала. А как стала натирать, и смотрю, да, и чтобы успеть это самое, чтобы Маша не успела сказать, что я был неправ, я быстрее это все дело на опережение сказал. Что одной морковки, Маша, хватит на кастрюлю супа. Вот. Я ставила одну морковку, оказывается, нет, тебе надо еще добавить. Однако я была права. Комедия, да и только. Так, конечно, ты права. Как я могу спорить с хозяйкой? Споришь, всегда споришь. Но всегда в 90% случаев оказываешься потом ты права. Все. Это же ясно, понятно. Просто я уже не признаю свою ошибку иногда. А иногда признаю, когда действительно не прав. Ладно. Ну, короче, друзья, если вкратце, мы делаем зажарку вот такой из моркови и из лука. Добавляем морковь.
Это все вместе пока обжариваем. Пока это обжаривается, включаю, значит, плитку и буду жарить паутину. Сейчас, пока эта сковорода нагреется, будем жарить паутину. Паутина должна быть такой румяной. Должна получиться румяная. И это вкус. Вкус получится очень такой приятный. Можно, конечно, так-то обжаривать отдельно в сковородке, но у нас, значит, кастрюля с толстым дном. И мы, так-то стараемся вот делать все сразу уже здесь. Вот, значит, сковорода у нас нагрелась. Так, посыпаю сюда. И до румяного цвета буду обжаривать. Так, сюда сейчас потом добавим томатную пасту. Так, у меня здесь 2 столовые ложки томатной пасты. Пусть вместе обжарится с томатная паста тоже пусть обжарится. Этот суп будет красным. Красный суп такой. Сейчас немножко обжарим, потом добавим паприку сюда же. Паприку, значит, и красный перец еще немножечко добавила. Так, это тоже размешаем, обжарим. Так, у нас вермишель, паутинка, цвет поменялась. Так, еще обжариваем. А сюда потом я добавляю воду. Зажарка уже обжарилась, готова. Так, и сюда я сейчас добавляю воду. Ну, добавили где-то 2 литра воды. Пересыпаем, значит, в тарелку. Вон как румяненькая какая стала вермишелька наша. Такая золотистая. Буду крошить картошку. Ну, в принципе, там ничего сложного нету в этой. Что, картошку на суп. Режем. Кто как режет, кому как нравится. Так, у нас вода закипела. Сейчас кладем картошку. И сразу же будем солить суп. Я уже потом после попробую, надо еще добавить или нет. 1 ложку вот положила. Пусть пока закипит. И минут 15 будем варить картошку. И после уже будем добавлять сюда яйца. Значит, еще добавлю соли.
Закрываем крышкой и минут 15 пусть варится. 10 минут у нас прошло. Сейчас, значит, разбиваем яйца. И эти яйца я сразу добавляю в суп. И так все яйца разбиваю и добавляю в суп. Пусть, значит, эти яйца у нас 5 минут будут вариться здесь. Закрою крышкой. Так, медленно размешаем. Яйца вон у нас уже готовые здесь. Это у нас получается вместо мяса. Вот. Все вместе, значит, проварилось все. Сейчас сюда кладем наш вермишель. И 2 минуты. Так, посыпаю перцем. Угу. И потом через 2 минуты положим еще зелень. Добавим укроп. А запах такой приятный. Так, закрываем крышкой. И сейчас выключаем плиту. Пусть томится. Ну, друзья, настало время дегустации. И вот, казалось бы, мы крышку закрыли, там зеленью и все такое. И, казалось бы, все готово, и должны проверить этот суп. Но получилось так, что, знаете, Маша меня оставила, убежала, ей позвонили, пригласили на маникюр, она быстренько, ну, короче, побросала кастрюли и меня бросила вместе с этой кастрюлей и убежала, короче, на маникюр. И вот снимаем уже чуть-чуть попозже. Вот. Ну, короче, я тоже кушать хочу, вообще-то. Да. Сейчас Маша положит наш суп. Он как сейчас выглядит. Вот так выглядит наш красный суп. Вот. Чтоб каждую тарелку, чтобы яйцо попало. Такой наваристый, с картошкой, с вермишелью жареной. Очень вкусный суп. Там прям... Суп с яйцом. Да. Густой такой суп получился. Вот это где-то кастрюля у нас 3 литра, да? Да. Сейчас будем пробовать, дегустировать. Но я знаю, что он вкусный. Вот такой наваристый, очень наваристый суп. У Маши там тоже. И яичко. Со специями, всякими вкусняшками. Ну что, друзья, пробуем. Пробуем на вкус.
Немного островатый. Горячий, острый, горячий. Красный перец. Ой. Отдает красным перцем. Вкусно. Яйцо. Как получается в этом супе, как яйца как пашот. Яйца пашот, да. Они быстро завернулись сюда. Ой, друзья, очень вкусно. Всем советую. Суп вкусный. Суп действительно вкусный. Без мяса, конечно. По-мяску. Я это буду есть, наслаждаться. Ну, конечно, не на камеру эту, всю тарелку такую, большую тарелку. А уже потом камеру выключу. Вот. Вот такой рецептик супа. Очень вкусного, кстати, супа. Мяса нету, не надо. Яйцо там вместо мяса. Сытный. И не скажешь, что вот... И тонизирует ведь. Прям вот аппетит просыпается. Вот начинаешь кушать, и аппетит сразу поднимается, потому что умеренно острый, напоминаю. Не очень сильно острый, умеренно острый. Но кто любит, ну, можно, я вот красный перец положила, а можно и не класть, конечно. Кто такие острые супы не любит, можно, конечно, и не класть. Они острые же. Я вот попробовал сейчас. Вот предыдущие дни немного островато было, а этот вот суп как раз для меня. Я сильно острый не люблю, ну и чтобы такая причинка была, конечно, в этом супе. Это и просыпается потом аппетит. Вот ешь. Это как раз вот в тему поговорка «аппетит приходит во время еды». Да. Вот как раз с этим супом. Вкратце там составляющие супа оставлю под описание, если не забуду. А если забуду, там на видео посмотрите, что и как там все подробно Маша показала. Я поснимал. Вот. Яйцо. Ладно, я болтать-то я могу и час, и два, и три. Но у меня суп остывает. Самый вкусный суп в мире. От моей хозяйки, от Машеньки. Вот. Суп, да, действительно вкусный. Суп этот советую всем приготовить. Все. Говорим до свидания. До новых встреч на нашем канале. Всем пока, друзья. Да. Суп, кстати, очень вкусный. Советую всем приготовить. Делается, конечно, легко и просто. Обжариваем все продукты, что там есть. И приятного всем аппетита. Так что всем пока. До новых встреч на нашем канале. Быстро, вкусно. В одной кастрюле все это делается. Да. Без лишних заморочек. И как правильно? Ладно, поняли меня, думаю, друзья. Всем пока.